углу видим такую маленькая муха, да, такая маленькая безобидная муха. Это злаковая муха, шведская муха. Очень опасный вредитель для зерновых колосовых культур. Вредитель, который проявляется весной, летом и осенью, может оставить целые гектары без урожая, а прилавки магазинов без хлеба, если поля не обрабатывать специальным веществом. Лидия Гомкартиева рассказывает еще о десятке других вредителей. В основном их появление провоцируют обильные дожди. Тут это аленка мохнатая, но он в основном бывает на деревьях, в садах, но этому году, уже с прошлого года, уже подряд 2 года, он у нас встречается на зимово-колосовых культурах с нарастающим итогом. К этому тоже мы все должны быть готовы. Это жуки, хлебные жужелицы, вредят тут личинки рано весной, очень тоже опасный вредитель, но в этом году он был у нас сравнительно с прошлым годом меньше. Филиал Россельхозцентра Ингушетии ежегодно осуществляет прогнозирование на то, как погодно-климатические условия отразятся на урожайность, а именно работают на опережение, пока вредители или грибковые заболевания не уничтожили весь урожай. Один из таких неблагоприятных прогнозов сбылся в Малгобекском районе, где работники центра провели исследования по запросу от сельхозпроизводителей. Сельхозпроизводители давали сигналяционное сообщение, что в 1-2 декаде мая дожди, которые у нас шли, что они влияют на развитие и распространение грибных заболеваний. Мы проводили фитосанитарный мониторинг, вот вчера выезжали в Малгобекском районе, и наш прогноз оправдался. Идет максимальное развитие грибных заболеваний. Это таких болезней, как темно-бурые пятнистости, септориоз. Есть незначительное развитие бурой ржавчины, мучнистой росы. Но в данном хозяйстве проводятся фунгицидные обработки, есть эффективность, патоген подавляется. Грибковые заболевания угрожают всем сельскохозяйственным культурам. Это понимают и сельхозпроизводители, поэтому постоянно, что называется, на связи с Россельхозцентром. По их заявкам работники центра выезжают и проводят мониторинг на местах. Чуть ли не каждый день мы выезжаем. До нас доведено государственное задание. Мы должны провести фитосанитарный мониторинг на болезнь вредителей сорняки на площади 180 тысяч гектаров. Это совершенно бесплатно. Мы обслуживаем физические и юридические лица. Просто если они должны нам оставить заявку. Все, больше ничего. Если они смогут оставить заявку, мы тут же выезжаем, смотрим. В начале полевых условий визуально определяем любой патоген. Потом отбираем образцы, тут на месте в лабораторных условиях смотрим, делаем выводы, делаем заключения и даем свои специализированные рекомендации. Предупрежден, значит вооружен. С готовым заключением на руках сельхозпроизводители уже начинают принимать меры. Покупают необходимые препараты, готовят сельхозтехнику для обработки полей. Работники Россельхозцентра и сами содействуют и помогают аграриям, предоставляют опрыскиватели и оказывают бесплатную консультацию. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.